Мой отец сильно хотел, чтобы я стал настоящим футболистом. С каждым днем я понимаю, как это трудно. Зачем же мне нужно бесконечно бегать, выполнять задачи тренера, когда я сам могу управлять игрой, сидя за компьютером. Там я король поединка. Даня, иди кушать. Мам, но я не хочу! Даня, давай выходи! Даня, пас отдай наконец! Даня, двигайся, Даня! Тренер считал меня перспективным игроком. Сейчас вряд ли он так думает. Я сделал свой выбор. Я ухожу. Мальчик, как тебя зовут? Даня. Даня. А вот в компьютер игра, она лучше, чем футбол смотреть? Я могу тебе рассказать историю футбольного клуба «Динамо». С чего начиналось, кто играл за этот клуб, какие славные истории были, какие выдающиеся футболисты играли за этот клуб. В 1974 году Георгий Савич Гамакипова пригласил меня, 16-летнего мальчика, играть товарищеский матч. Тогда команда «Арарат Ереван» была обладателем Кубка Советского Союза и чемпионом Советского Союза. Я в 16-летнем возрасте впервые играл на этом славном, прославленном стадионе «Динамо». После 1979 года к нам уже потихонечку стали попадать в команду те игроки, которые потом прославили больше, чем мы. Это Тимур Жиба, это Даур Ахмедяни, это Рома Хагда, Джума Пирацхелия, 1989 год, когда в переходной игре с Ферганой динамовцы в Сухуми из 2 игр на въезде мы проиграли 1-0, а в домашнем матче обыграли Фергану. Нефтяник Фергана была такая команда, 2-0. И мы впервые за историю абхазского футбола попали в первую лигу Советского Союза. Вот те ребята сегодня являются легендой абхазского футбола. Играя в «Динамо», я не догадывался, что у клуба такая большая и славная история. Я поставил себе задачу знать о клубе все. Думаю, что в комитете по спорту я получу еще больше информации о команде.
Зайчик, если я правильно понимаю, ты полюбил спорт. И, в общем-то, в столь юном возрасте ты выбрал именно футбол. А ты знаешь, насколько футбол является массовым у нас видом спорта, насколько он популярен среди детей нынешних и среди детей, которые росли в 50-е годы, в 60-е, в 70-е. Ну, несколько расскажу тебе о футболе в Абхазии вообще. Ну, а потом о нашем самом, наверное, знаменитом футбольном клубе, которым является футбольный клуб «Динамо Сухум». Так вот, Дань, футболу более 100 лет на территории Абхазии. Он начал развиваться еще в далекие, начальные, десятые годы, скажем, прошлого века. Первые команды начали появляться здесь тогда, когда стали к нам приплывать англичане на различных своих морских судах. В связи с тем, что в Англии футбол был к тому времени на самом деле очень популярный, эти ребята, матросы, играли здесь на Сухумской набережной, на каких-то площадках, вот в эту очень удивительно красивую игру в футбол. Команда «Динамо Сухум» со временем стала самой классной командой, самой мастеровитой, самой хорошо организованной, скажем так. И мои ровесники, и до меня, которые мальчишки росли, все, в общем-то, старались попасть именно в команду «Динамо Сухум». И слава богу, что у нас и сейчас футбольный клуб «Динамо Сухум» работает. И есть неплохие тренеры в составе клуба. И мальчишки там занимаются, и подростки занимаются в футбольном клубе «Динамо Сухум». Есть и взрослая команда «Динамо Сухум». Да, мы сейчас играем только в чемпионате Абхазии. Но это пусть и для тебя будет стартовой площадкой такой, для того, чтобы ты потом в дальнейшем, когда вырастешь, играл уже в серьезных клубах, европейских или российских хотя бы. Но так или иначе, я думаю, ты должен знать историю футбольного клуба «Динамо» тоже, потому что он существует уже 90 лет. В этом журнале, как раз, который называется «100 лет футбола Абхазии», очень много написано про эту историю. Поэтому ты старайся внимательно его прочесть и беречь, хорошо? Спасибо, Давай. Все. Береги его, поздравляю, и старайся внимательно читать. Сухумская команда «Динамо» образовалась в 1927 году. За период своего становления клуб «Динамо» прошел славный спортивный путь, который в немалой степени способствовал популяризации футбола в Абхазии. С 1934 года начинается новый подъем техники и тактики игры в Абхазии. Сухумские команды «Динамо» и «Водник», районные команды городов Очимчир и Гудаута Гагра пополняются молодыми игроками. Так, в 1934 году сухумская команда «Водник» участвует в первенстве общества «Водник» в Одессе и занимает первое место. В 1935 году в первенстве Грузинской ССР сборная города Сухум также заняла первое место. С 1936 года на весенние тренировки в Абхазию стали приезжать сильнейшие футбольные команды Советского Союза: московский «Спартак» и «Динамо», команды Ленинграда, Днепропетровска и другие. Какие мячи были у вас, какая экипировка была? Мячи были самые разные. Тогда не было такой сложной экипировки. Играли мы в простых ботинках. Если у нас были кеды, вообще было замечательно. Мячи были резиновые, шнурованные. Ну, любыми мячами играли. А вообще у нас случай было. Говорят, до нас тряпичными мячами играли. Так что ничего страшного не было. А футбол очень демократичная игра, на мой взгляд. Любая поляна, два портфеля или два камня делились и играли. Хочу вам сразу сказать, что играть в Сухумском «Динамо» это было очень почетно и ответственно, потому что мы все знаем, кто вырос в Сухумском «Динамо». В то время мальчишек просто с улицы ушли и играли. Ну, кто-то стал футболистом, кто-то не спал, но вот это отношение дружбы, товарищества, которые там закладывались, они до сих пор. Футбольный клуб «Динамо Сухум» сыграл, конечно же, выдающуюся роль в нашей республике. Жемчужина Сочи существовала до тех пор, пока 9 абхазских футболистов из Абхазии играли в высшей лиге. Как они ушли, ну, по возрасту, кто там по болезни. И вот как бы жемчужина тоже
распалась и до сих пор не может восстановить себя. Для повышения спортивно-технических показателей футболистов Абхазии и повышения квалификации местных тренеров был организован месячный тренировочный сбор с привлечением мастеров советского футбола. В 1936 году во всесоюзном первенстве Грузия была представлена целиком сухумской командой. Такое решение было принято после того, как в июле того же года сухумские юниоры на тбилисском стадионе «Динамо» убедительно переиграли аджарскую сборную со счетом 5-0. Блеснули наши ребята и на московском поле, пропустив впереди себя лишь сборные столицы и Украины. Газета «Красный спорт» назвал футболистов из Абхазии самыми техничными игроками турнира, а команду Сухума самой волевой. Вы можете себе представить 90 лет футбольному клубу, только могут похвастаться англичане и еще немного команд в Российской Федерации, кстати говоря, с такой историей большой, я имею в виду. 90 лет все-таки это довольно-таки большой срок. Ну, футбол в Абхазии, он немножко больше, чем футбол. Это была и политика, и межнациональные отношения, это был и спорт, это был и зрелище было. Зрелище было почему? Потому что мало куда такое количество людей могло прийти просто посмотреть что-то. В прошлом году нас включили в Международную федерацию всех общественных организаций по обществу «Динамо». Это проходила встреча в Минске, это 32 стран мира. Я думаю, считаю, мы были 6 лет наблюдателями, вот с прошлого года нас уже включили. Ну, там есть технические вещи, мы это все доработаем, но самое главное, наш флаг, мы признаны, и с нами уже считается имя серьезное, сильное, но в то время вообще тяжело было все это добиваться, пробиваться, но сегодня, конечно, возможности другие. Тогда эти знаменитые люди наш футбол, конечно, подняли до такой высокий уровень. В предвоенные годы футболисты Абхазии стали одними из лучших в Грузии. Сильные коллективы создаются в то время в районных центрах Абхазии – Гагра, Гудаута, Ачимчира и Гал. Совместные тренировки и товарищеские встречи абхазских футболистов с ведущими командами Советского Союза являлись лучшей школой для повышения класса игры. Например, московская «Динамо» с большим трудом переиграла своих одноклубников из Сухума с минимальным счетом 3-2. Абхазские команды продолжали выступления в розыгрышах первенства Советского Союза и Грузии. Так, команда сухумского «Динамо» в 1946 году заняла второе место в первенстве Советского Союза в Закавказской зоне. Для Абхазии, я вам честно скажу, без пафоса, без преувеличения, это была визитная карточка, наряду с такими достопримечательностями, как и озеро Рица, я уже подчеркивал, Пицунда, Гагра. «Динамо» Сухуми был очень узнаваемый бренд в связи с тем, что, вы же понимаете, столько оттуда вышло выдающихся футболистов, которые играли и за сборную Советского Союза, и становились олимпийскими чемпионами. Последнюю игру в рамках чемпионата республики в 1947 году сухумцы провели в Батуми против своих основных соперников, местных одноклубников. В случае поражения сухумцев на первое место выходила кутаисская «Динамо». Но наши земляки провели матч с большим подъемом и победили со счетом 5-1, завоевав звание чемпиона республики. Сухумская «Динамо» продолжала выступать во всесоюзном первенстве. Именно в эти годы выросла плеяда мастеров кожаного мяча, которыми пополнялись ведущие команды Советского Союза. Это воспитанники абхазского футбола: Марганя, Дзяпшипа, Грамматикополу, Баркая, Симонян. В 1948 году сухумцы снова становятся чемпионами республики, а также завоевывают Кубок Грузии. После этих триумфальных побед к нашим футболистам стали приглядываться тренеры ведущих команд Союза. В московский «Спартак» пригласили Никиту Симонян, а в ленинградское «Динамо» – Бондаренко и Грамматикопулу, в тбилисское «Динамо» – целую группу игроков, в том числе Марганя, Дзяпшипа, Вардимьяди, Гогаберидзе, Илчиди. В 80-е годы 20 века в команде «Динамо Сухум» играла плеяда высококлассных техничных футболистов: Пенидзе, Жиба, Кабаков, Кубарь,
Хартакополу, Жана, Трач, Тисленко, Нанба, Логуа, Шептицкий, Бастанджан, Ахвилидиани, Чилигава, Кантария, Мампория, Хагба, Тарба. Практически все, ну, не практически, а все 100%, кто играл в «Динамо Тбилиси», они проходили школу и, значит, «Динамо Сухум». А такие выдающиеся, как Ахрик, они прошли дальше. Играли в 4 динамовских командах. Это уникальный очень рекорд у человека. Он играл и в «Динамо Сухуми», в «Динамо Тбилиси», в «Динамо Киеве» и в «Динамо Москве». То есть это такой интересный факт. Мало кто может похвалиться. Уважаемые динамовцы, ветераны «Динамо», мы так втроем, как футболисты «Динамо», мы от всей души вас поздравляем с 90-летием. И в преддверии Нового года хотим пожелать вам здоровья, благополучия, мирного неба. Лично для меня «Динамо Сухум» это был трамплин моей карьеры. С большим удовольствием присоединяюсь к своим старшим товарищам и хочу поздравить ветеранов команды «Динамо Сухум» с прекрасным праздником. Хочу пожелать всего самого наилучшего, счастья, радости, здоровья, благополучия. Любите футбол. И, пользуясь случаем, хочется поздравить всех с Новым годом. Будьте счастливы. Не раз играя в финальной пульке за право выхода в первую лигу класса А, наши динамовцы все же отстояли в 1989 году это право. Но радость была омрачена обострением внутриполитической обстановки в Абхазии. Спорт стал жертвой политики. Сухумское «Динамо» было разделено на 2 части по национальному принципу. Произошел раскол. Новому старшему тренеру сухумцев, мастеру спорта международного класса Олегу Далматову в такой сложной ситуации пришлось срочно приглашать из Москвы вратаря Овчинникова, полевых игроков. Будучи новичками первой лиги, сухумцы в 1990 году в 38 матчах одержали 14 побед. 8 игр завершили в ничью и 16 проиграли, заняв в итоговой таблице 12 место. Неплохой дебют для поспешно собранной команды, которая опередила многие опытные клубы, в том числе «Зенит», «Кубань», «Котай», «Кайрат». Наибольшее число встреч тогда за наш клуб провел в первой лиге Тамаз Эник – 37 игр. Лучший бомбардир сезона Георгий Челигава – 12 мячей. За всю историю футбола Абхазии Георгий Челигава является лучшим бомбардиром. Сколько голов примерно вы забили за «Динамо»? Ну вот по статистике я забил в чемпионате Советского Союза за один клуб 104 мяча. Но самый важный гол, который вот мы в первую лигу, когда вышли, 2-0 надо было выигрывать нам. И вот второй гол я забил. Мы вышли в первую лигу. С кем вы играли тогда? Мы играли с «Нефтяником», да, Фергана. Вот этот момент хорошо помню. Ну, с краю прошел и Налишвили, Гела у нас играл, Гальский. И подал, и я закатил щечкой мяч. Вы выбрали, наверное, такую позицию, где защитников не было и удалось. Ну да, футбол вообще, особенно в нападении, когда играешь, надо думать много. Головой и бегать много надо. Да. Бегать надо, открываться надо знать, куда мяч может пойти. Ну, много нюансов есть. Это все надо на себе испытать. Когда испытаешь на себе, потом уже появляется это чутье, природное чутье. От природы вообще много чего что зависит. По окончании сезона 1990 года ведущие игроки Сухумского «Динамо» перешли играть за различные команды высшей лиги. Отличную игру показали в заключительном туре футбольного чемпионата страны первой лиги в 1991 году сухумские «Динамовцы». Многие футболисты Сухумского «Динамо» погибли, защищая свою родину. В их числе герой Абхазии, капитан Сухумского «Динамо» Таур Ахвилидиани. Он к себе очень был требовательный, он каждое утро бегал на зарядке, заставлял молодое поколение вместе с ними, чтобы бегали. Один из примеров, вот Руслан Аджинджал, совсем молодым у нас был в команде, с Бесланом вместе. Я так и говорил, что это когда-то тебе в пользу придет. Оно, видимо, и пришло. Руслан вырос хорошего профессионального футболиста. Был всегда и лидером, и всегда его выбирали капитаном команды. Человек был такой работоспособный. Я в 1952 году уже был в сборной Абхазии школьников. Играли в Тбилиси на чемпионате Грузии.
Играл за Тбилисское «Динамо» 4 года. 2 года играл за «Локомотив». Тбилисский был чемпионом Союза 2 года подряд. 4 команды собрались в Кишиневе и играли за выход уже в класс А. Мы приехали, играем. Первую игру сыграли ничью. И Кутаисская «Торпеда» сыграла ничью. А вторую игру мы выиграли, и Кутаисская «Торпеда» выиграли. И набрали одинаковые очки, должны были играть с Кутаис, стыковая. И приехал какой-то тип с Тбилиси, с ЦК партии, молодой парень, и говорит: вы должны проиграть кутаисцам. Ну, я встал, я говорю: а как, говорю, ну, проиграть? Зачем проиграть? Все равно кто-то из нас войдет, и кто-то из нас будет в классе А. Нет, вы должны проиграть. Я отказался играть ту игру. Отказался играть, но тренер потом пришел: Юра, давай отыграем это туда. В общем, сыграли мы, и в конце игры дали им забить 1 гол. И они попали в класс А. Самый главный, самый известный футбольный клуб Абхазии. Ну, все звезды, которые в абхазском футбольном клубе «Динамо» играли, все из «Динамо». После войны еще существовал. И, кстати, в первом чемпионате Абхазии стал чемпионом Абхазии. Это 1994 год. После этого чемпионата, ну, по всей видимости, стали какие-то сложности, и клуб перестал существовать. И мы смогли реанимировать футбольный клуб «Динамо» только в 2009 году. Конечно, основная цель и задача – выйти на международный уровень. Ну, для нас мечта была российский чемпионат. Мы хотели играть в российском чемпионате, чтобы как-то привлечь зрителей на стадион, чтобы люди начали ходить, болеть. Но пока, видимо, нам еще рано, мы не готовы к этому. Я, как руководитель этого футбольного клуба, поставил задачу сакцентировать все свои силы именно на детском футболе. Для чего я это сделал, я сейчас поясню. Чтобы мы могли каждый, у нас получается из 2 годов команды состоят, чтобы мы могли каждые 2 года получать свои собственные резервы. То есть мы вот в этом году собрали команду 2010-11, и через 2 года соберем команду 12-13. Вот когда мы соберем 12-13, мы замкнем этот цикл. Поэтому для меня приоритет именно наша детская школа футбольная. Конечно, мы хотим выиграть и чемпионат Абхазии. Мы его, кстати, в современной истории пока не выигрывали. Мы только Кубок Абхазии выиграли в 2010 году. 2 раза были бронзовыми призерами. Но желание есть. Вот у нас, кстати, в этом году очень сильная команда собралась. Много опытных игроков к нам перешло. И я надеюсь, что мы в этом году поборемся и проявим себя очень достойно. Мы смогли добиться того, что у нас в команде очень хорошая атмосфера. У нас великолепный тренер, он с Луганска сам. Поиграл в хороший футбол. Знаешь, что такое футбол, сам по себе парень очень приятный, порядочный. И он смог найти общий язык с моими футболистами. А это самое главное. Финансовый вопрос, он сложный. Ну, сейчас, если я буду жаловаться и говорить, что у нас все плохо, то это, наверное, будет нехорошо и неправильно. Могу сказать, что у нас все хорошо. Мы стремимся к светлому будущему и обязательно достигнем того, к чему идем. Для того, чтобы абхазский футбол развивался более динамично, нам нужен внешний соперник. Поймите правильно, невозможно играть Гагра, Гудаута, Чамчира, Кварчал, Гал, Пицунда, Сухум. Это, ну, зрители у нас ходят на стадион 200-300 человек. А хотелось бы, чтобы ходило 2-3 тысячи хотя бы человек. К нам начали ходить зрители, а футбол для зрителей. Но он не бывает без зрителей. Понимаете, если мы будем между собой играть, а никто не будет приходить, это все напрасно будет. Но самый благоприятный – это чемпионат России. Вот мы очень стремимся вернуться туда, где играла Сухумская «Динамо». Мы оттуда не выходили. Кстати, мы когда в 2010 году встречались в РФС с руководителями российского футбола, у нас тогда было все очень неплохо. И они нам обещали в этом помочь. Вот самая основная задача – участие одной команды или 2, может быть, даже абхазских команд, даже 3 команд, может быть. Стремление всех других команд попасть в основные команды – это перспектива открывается для наших собственных футболистов.
Даня, ну тренер твой доволен, он мне говорит, что ты очень прибавил и в скорости, и в тактике, и в технике. Несмотря на то, что ты самый маленький в команде, но он очень доволен. Молодец. Сейчас я горжусь любимой командой и понимаю, что могу стать одним из тех, кто будет создавать современную историю величайшего абхазского футбольного клуба. «Динамо» – моя победа, моя история, моя реальная жизнь.